командующий одной из дивизий Южного военного округа, Таталюф Вавилон Цвика Фогель, шалом леха. Здравствуйте. Шалом гам лахем. Здравствуйте и вам. Прежде всего, мы задаем всем очень простой вопрос. Победили ли мы в этой операции или нет? Я, к сожалению, вас не слышу. Здесь сильный шум. Я постараюсь задать вопрос еще раз. Вы меня слышите? Сейчас нам попробуют наладить связь с Цвикой, с бригадным генералом Цвикой Фогелем. Я только отмечу, что Цвика Фогель в прошлом был главой штаба Южного военного округа. Он также командовал одной из дивизий в Южном военном округе. Человек, который имеет богатый военный опыт. Он также неоднократно на протяжении последних недель делал заявления в связи с необходимостью сухопутной фазы операции. Например, Цвика Фогель, в частности, в первую неделю войны неоднократно отмечал, что без сухопутной операции невозможно достичь успехов в этой операции. И был одним из тех, кто настоятельно рекомендовал и настаивал на проведении сухопутной фазы операции «Несокрушимая скала». Давайте мы еще раз попробуем связаться с, надеюсь, у нас есть связь. Цвика Фогель, шалом леха, ты шумеоти? Сейчас вы меня слышите? Да, теперь я вас прекрасно слышу. Добрый вечер. Я вам задал следующий вопрос. Вы поддерживали идею наземной операции, вы сказали, что без этого нельзя будет добиться результатов. Теперь ответьте мне на вопрос. По-вашему, мы победили в этой операции? Я не уверен, что мы можем определить, что такое победа в этой операции. Однако, если мы будем делать вывод только на основе определений той цели, которую поставили политики, наши политики перед армией, то есть уничтожить инфраструктуру Хамаса, то есть артиллерию и ракеты, то да, это дело сделать. Если вы спрашиваете еще, пока я не скажу, холодильник в порядке не закончили на этом свою работу, то, конечно же, мы должны, я считаю, я не скажу, делать не надо ничего. Ты ее пока не скажу, тебе не снимаешь. В будущем мы должны были У меня силы нету. Хамаса, этого мы не сделали, и поэтому Хамас в будущем сможет через несколько лет втянуть нас в очередной виток насилия. Тогда почему мы этого не сделали, Цвика? Прекрасный вопрос, у меня нет на него ответа. Когда я смотрю на командиров, молодая, ты должна двигаться. Были там, вы знаете, я просто поражаюсь их храбрости, целеустремленности, их способности быть собой, несмотря на то, Я 64 года, я двигаюсь как Юла. Это Юла. Надо двигаться. Не надо, чтобы тебе мать пальцем утекала. Пришла, видишь, что-то непорядки на кухне. Спокойно, тихо, молча. В холодильнике порядки навела бы. Пока я не наведу. Миллион надо было снять давно. Ущерб и руководителям Хамаса. Я не знаю, почему в этот раз мы не отличались творческим подходом, почему мы не смогли привнести сюрпризов, которые было раньше, как характерно для нашей армии. Возможно, поскольку вы были в руководстве армии, вы всегда услышите от солдат, что они всегда готовы к бою, а для политиков армия это всего лишь инструмент, а не цель. Совершенно верно. Армия это инструмент для политического курса. Если политический курс, то это тишина, то тогда у меня возникает вопрос, на сколько времени будет у нас эта тишина? На 3 года, на 4 года или на 20 лет? Я считаю, что эта операция и созданные этой операцией условия, после того, как мы увидели, что нам готовит Хамас, после того, как мы увидели, что рядом с нами арабские государства, такие государства, как Иордания, Египет, Саудовская Аравия, этого в прошлом не было. Если мы все это учитываем, Они за нас? Они с нами? возможности не воспользовались, то я могу сказать, что у меня ощущение, что мы что-то упустили. Я считаю, что была упущена возможность, потому что я считала, что в результате этой операции или войны, называйте как хотите, мы могли добиться гораздо большего. Я все еще надеюсь, что это произойдет.
Вы знаете, возможно, мы сами себя удивим, однако то, что я увидел сегодня, без 10:08, и я считаю, что это недопустимо. Суверенное государство без 10:08 утром знает, что Хамас собирается провести в эти 10 минут. Вы знаете, это просто ужасно. Знаете, мы как журналисты прекрасно осведомлены о спорах среди политиков. Премьер-министр хотел одного, другой министр другого, и все эти политические споры, они как-то вытекают наружу.